И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. Коротко о главном. О концепции пристроек в столице. Градостроительный совет требует доработать концепцию проекта ресторана «Абхазские каникулы». Выплата компенсации продолжается. Столичная администрация проводит работу по определению размера ущерба от наводнений. Повысить квалификацию экскурсоводов. Заседание Абхазского союза туризма. Заседание градостроительного совета прошло в Сухумском городском собрании. На встрече была рассмотрена концепция проекта ресторана «Абхазские каникулы». Объект начали возводить в начале этого года на набережной Сухума в качестве пристройки к зданию нынешнего ресторана «Белый парус». К какому выводу пришел градостроительный совет, расскажет Сария Смыр. Реконструкция ресторана «Белый парус» вызвала волну недовольства у местных жителей. Обеспокоены этим фактом в Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия ученые и архитекторы. К примеру, основным замечанием членов градостроительного совета было архитектурное несоответствие пристройки и объекта культурного наследия. Сразу после начала ремонтные работы были приостановлены. Документы по реконструкции переданы специальной комиссии. По словам заместителя министра культуры Батала Кубахия, внутри здания несколько раз перестраивалось и не представляет собой никакой ценности. А вот фасад – другое дело. Вопрос о перестройке внутри здания у нас даже вообще как бы не возникал, там эти стены все уже не родные. Речь была о том, о колористике и фасаде здания. На нем покушаться. Потом, что касается самой пристройки, вот у нас есть тут рекомендации, а есть просто наши требования, которые должны выполнить. Главное требование со стороны министерства – соблюдение отступа от красной линии на 4 метра при возведении пристройки. Это предложение поддержали многие члены градостроительного совета. Однако некоторые специалисты отмечали, что отступ не обязателен в случае, если будет изменена концепция и цвет фасада, которые должны гармонировать с объектом историко-культурного наследия. По мнению большинства, если складывается какое-то сомнение в отношении объекта как такового, значит, есть какие-то недоработки. Хотя, в принципе, концепция, как концепция, то есть он имеет право на существование, потому что я имею в виду именно планировочное решение. Там, да, какие-то можно переиграть вещи, это как бы, это вполне реально. Что касательно меня больше волнует, вот я тогда и Атару сказал об этом, что действительно фасадная часть не совсем гармонична, я считаю. Какая-то связующая должна быть идея по фасаду. Проект реконструкции принадлежит архитектору Атару Кибурия. На протяжении 1,5 лет составлялся план строительства ресторана. По предпочтениям заказчика был спроектирован интерьер. Также было решено сделать деревянный навес. Атар Кибурия не согласился с предложением членов градостроительного совета об отступе на несколько метров от красной линии. Однако выразил готовность доработать концепцию проекта. И был сделан флореэскиз, мое видение, приблизительно план составлен и фасады. Вот последний раз это было весной прошлого года, вот уже московские архитекторы со мной работали. Они, в принципе, приняли мое предложение, одобрили вот эти мои эскизы и начали разрабатывать на основании моих эскизов проект. Я считаю, что проект по большому счету добротный. Предварительно я, конечно, показывал свои эскизы, согласовывал с некоторыми архитекторами их видение, мое видение, в чем-то соглашался, в чем-то не соглашался, но в любом случае, как мне казалось, я, и кажется, сегодня тоже, я подошел к решению вот этого объекта, я думаю, что очень ответственно. В итоге градостроительный совет обязал архитектора Атара Кибурия доработать проект и представить на рассмотрение очередного заседания. Сария Смыр, Саид Айба, Абхазское телевидение. После наводнения в 2015 году, а также в мае, июне и июле 2016 года по сей день выплачивается единовременная материальная помощь в размере от 50 тысяч. О том, какая работа проделана и что еще предстоит сделать, в материале Ренаты Шакая.
За неполных 2 года в столичную администрацию с просьбой о помощи поступило 920 заявлений от жителей Сухума. На сегодняшний день из этого количества проверено 797 и единовременно выплачена компенсация из фонда президента. Но помощь еще дошла не до всех. К примеру, жители улицы Воронова – одни из немногих, которые пока не получили компенсацию. Они до сих пор не могут привести в порядок свое имущество и дома, пострадавшие из-за разгула стихии. Люди говорят, что их затапливает не первый год. Вода заполняет все первые этажи. Уровень воды иной раз доходит до 2 метров. После каждого потопа им приходится выкидывать технику и мебель. Чуть что, мы идем, снимаем эти люки, открываем уже с граблями, с тяпками, ходим, чистим, вычищаем. Люки засорены одно, естественно, на море забивает, когда шторм, волна, это все забивается. Но приезжают, чистят, когда чистят, помогает. Летом прошлого года больше всего от стихии пострадала центральная часть столицы. Электроснабжение и водоснабжение были восстановлены в течение нескольких дней. А вот вопрос с очисткой русел, рек и ливневок в большинстве своем так и остался открытым. 930 заявлений было, вот эти все дворы мы обходим. 797 уже людям оплатили. Где-то на 60 миллионов уже оплачено. У нас осталось еще где-то, я так думаю, в пределах 12 миллионов, которые вот сейчас мы обойдем. Мы сейчас обходим те дома, которые мы не успели обойти. Ну и финансов тоже не было. Сейчас уже нам позвонили, давайте обходите. Я думаю, что президент, наверное, выделит, потому что эти средства идут только с резервного фонда президента. Только он изыскивает возможность выплатить какие-то минимальные суммы. Кстати, очень много недовольства. Люди знают, какая первичная оценка была, но это невозможно выплатить. Такие столичные улицы, как Воронова, Сахарова, Кугоня, страдают практически от каждого ливня. Ситуация усугубляется прорывами канализационных и водопроводных труб. Специалисты говорят, что одной только компенсацией проблему не решить. Есть такое задание от главы администрации, чтобы исправили эту ситуацию, а так компенсации постоянно ничем не помогут. То есть речь идет о расчистке, да? Расчистке, замене вполне возможно, что будет заменяться, потому что людей больше стало, потребностей больше стало, надо как-то расширять коммуникации, чтобы вода находила выход, а не распространялась по территории. Государственная комиссия по выплате компенсаций пострадавшим от стихии под председательством вице-премьера Беслана Эшба и дальше продолжит свою работу. Рената Шакай, Беслан Джинджули, Абхазское телевидение. В Министерстве экономики прошло совещание по вопросам лицензирования. Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономики. Были рассмотрены вопросы реализации закона Республики Абхазия о лицензировании отдельных видов деятельности. Участниками встречи были определены пути решения проблем, связанных с выдачей лицензий и информационным обеспечением субъектов предпринимательской деятельности. Все стороны подтвердили готовность координировать действия по контролю за исполнением норм вышеуказанного закона. В совещании принимали участие представители Министерства экономики по налогам и сборам, УБЭП, МВД. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Республики Абхазия Министерство обороны провело радиотренировку с органами военного управления ведомств, авиационной группой, штабами и узлами связи воинских частей. Тема занятий – действия органов военного управления при планировании, подготовке и совершении марша в районы боевого предназначения. В целом, результаты тренировки показали высокий уровень навыков и умения по сбору и анализу данных обстановки с использованием средств связи, сообщает пресс-служба Минобороны. 27 января в Сухуме пройдет 3-й международный круглый стол «Абазины и абхазы. Перспективы сохранения и развития языков и историко-культурное наследие», организуемое автономной некоммерческой организацией «Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса Алла-Шара» и Академии наук Абхазии. 2 года назад Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса Алла-Шара во главе с Мусой Экзековым и Академия наук Абхазии во главе с Зурабом Джапо договорились о совместных действиях по консолидации всех созидательных сил научного сообщества для сохранения и развития языка и культуры народа Абаза. В марте 2015 года в Карачаево-Черкесской республике Российской Федерации был проведен первый международный круглый стол, в котором приняли участие ведущие ученые, государственные и общественные деятели. Тогда в Черкесске были сформулированы главные направления
составления будущей программы развития языка и культуры, а также утвержден Координационный совет по реализации программы. Ученые взяли полгода на разработку конкретных проектов. В октябре 2015 года гостеприимный Сухум принял второй международный круглый стол «Абазины и абхазы. Перспективы сохранения и развития языков и историко-культурное наследие». В Абхазию приехали видные ученые из России, представители народа, проживающие в Турецкой республике, руководители общественных организаций, деятели культуры. Совместно с учеными Академии наук Абхазии в течение 2 дней была разработана и утверждена программа «Абазины и абхазы. Сохранение и развитие языков, полевые исследования и архивные материалы» на 2016-2026 годы. В 2016 году ученые России и Абхазии участвовали в реализации проектов программы. Организовывали этнографические экспедиции, в которых детально изучали народные игры абхазов. В отдаленных селах Карачаево-Черкесии и Абхазии собирали уникальный материал по абазинской и абхазской народной игрушке, проводили олимпиады по языку среди школьников, разрабатывали методические пособия и учебные комплексы, организовывали научно-практические конференции, табуловские чтения и клычевские чтения, исследовали уникальные материалы в государственных архивах Москвы и Санкт-Петербурга. И вот настало время поделиться увиденным, услышанным и созданным. Для этого 27 января 2017 года в Сухуме организован 3-й международный круглый стол с участием видных ученых, представителей органов власти Абхазии, Карачаево-Черкесской республики Российской Федерации. Участники подведут предварительные итоги проделанной работы по 10-летней программе в 2016 году и утвердят сводный план на 2017 год. Актуальность подготовки квалифицированных специалистов в области туризма, а именно экскурсоводов, обсудили сегодня в Министерстве по курортам и туризму. Инициатором встречи выступило некоммерческое партнерство «Абхазский союз туризма». Подробности в репортаже Симы Аргон. Развитие системы туризма в Абхазии позиционируется как первостепенный аспект развития экономики. Безусловно, требует присутствия в республике высококвалифицированных специалистов в области туристического сервиса. С каждым годом количество отдыхающих в нашей стране увеличивается. Вместе с тем профессия экскурсовода становится престижной, а главное – прибыльной. Именно поэтому интерес работы в этой сфере возрастает. Но тут нужно понимать, что предлагаемый туристский продукт должен быть конкурентоспособным и качественным. Чтобы определить существующие проблемы в этой области и наметить пути их решения, некоммерческое партнерство «Абхазский союз туризма» выступило организатором площадки, где и были обсуждены эти вопросы. Планы у нас очень большие. План ближайших круглых столов у нас уже есть. Мы всех оповестим, всем разошлем, напишем. Первый круглый стол на сегодняшний день в этом году у нас открывается очень таким важным вопросом. И это профессиональная подготовка специалистов в области туризма. Согласно новому положению, все экскурсоводы и инструкторы по туризму, осуществляющие деятельность на территории Абхазии, должны будут пройти специальные обучающие курсы и переаттестацию. Согласно данным Министерства по курортам и туризму, на данный момент для удовлетворения потребностей в сфере туристических услуг необходимо не меньше 500 экскурсоводов. Если в прошлом году курсы были бесплатные, то в этом они будут стоить 5000 рублей. Обучение длится 3 месяца. Семинары будут проходить в Абхазском государственном университете, Сухумском государственном колледже и Гагарском гуманитарно-промышленном колледже имени Кихирипа. Учебный курс направлен на обеспечение эффективной подготовки экскурсоводов. Сегодня те лица, которые смогут подтвердить, мы зачитываем. У кого 5 лет, мы переводим их после положительной аттестации во 2-ю категорию экскурсоводов. Те лица, которые более 5 лет, более 7 лет, которые могут подтвердить по данному положению, они будут экскурсоводами 1-й категории. То есть они будут аттестовываться в 5 лет 1 раз. И в 5 лет 1 раз они должны повышать свою квалификацию. Министерство туризма начинает бороться за законность в туристической сфере. Экскурсоводы с небольшим официальным стажем работы не получат категории, будут каждый год получать лицензию заново. По словам министра отрасли Автандила Гарцкия, многие экскурсоводы попросту не могут предоставить документы, подтверждающие стаж работы в этой сфере. Это происходит из-за того, что экскурсионные организации не оформляют трудовые отношения с сотрудниками и тем самым уходят от уплаты налогов. Когда их берут в летний сезон на турфирмы, их никого на штат не берут, я хочу, чтобы вы знали. Это исходит от турфирм, от директора турфирмы, от методистов и так далее. Потому что это им невыгодно. Понимаете, это просто им невыгодно. А то, что мы сегодня делаем, это получается как новшество. А на самом деле так и должно было быть.
Автандил Гарский считает, что в приоритете должно быть обеспечение безопасности туристов и защита прав потребителей услуг. По мнению министра, уровень обслуживания и качество турпродуктов на территории Абхазии необходимо повышать. Ведь знакомство туристов с нашей страной начинается с общения с гидом. И первые впечатления складываются как от увиденного, так и от услышанного. Участники круглого стола также обсудили и другие проблемы туриндустрии, такие как подготовка кадров в сфере услуг гостиниц, ресторанов и других объектов. Но это станет темой уже следующей встречи. Сима Аргун, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. В эти дни в Абхазии проходили съемки фильма «Последняя битва» телесериала «Кухня» телекомпании СТС. В фильме снимались известные российские актеры. Одну из главных ролей исполнял известный телеведущий и актер Дмитрий Нагиев. По сюжету основные действия происходят в Абхазии. Съемки проходили несколько дней в селе Блабурхуа Гудаутского района, в котором также были задействованы актеры Абхазского драмтеатра, эстрадные артисты, танцоры, а также жители республики. Съемки в Абхазии уже завершены, а фильм выйдет на экран телевизоров 27 апреля. Ну и в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, завтра в Абхазии облачная погода с прояснениями. Ночью местами возможен снег, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -3, -1, днем +2, 4. Температура морской воды 9 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.